Добрый день! Хотелось бы немножечко рассказать или напомнить еще раз о нашей водонапорной башне. В этом году ей исполняется ни много ни мало 110 лет. Такой серьезный юбилей. Построена она была в 1916 году. Тогда Белорецким заводом владела торговая компания «Вагау». Это был такой большой торговый дом, очень успешный, очень доходный, владельцами которого были, в общем-то, этнические немцы, но которые уже давно жили в России и за этот период, можно сказать, сказочно разбогатели. Они входили в топ самых богатых семей Российской империи, и даже в Москве был целая улица, которая так называлась — Вагау-штрассе, потому что они все жили друг от друга недалеко. Эти дома практически все сохранились, сейчас в некоторых из них находятся музеи. В общем, если вот дальше развивать тему Белорецкий завод, водонапорная башня и Москва, связь всегда найдется. Башня была построена по, скорее всего, иностранному проекту. Почему я так говорю, что скорее всего? Потому что, к сожалению, никаких документов в доступе у нас не имеется. Но если посмотреть на архитектуру, сопоставить определенные данные, которые имеются в наших краеведческих источниках, то мы, конечно, можем смело утверждать, что немцы и здесь наследили. Да? Если говорить о особенностях архитектуры нашей водонапорной башни, то она построена в так называемом красно-кирпичном стиле. Этот стиль был очень популярен на рубеже 19-20 веков, потому в нем строили очень многие здания такого утилитарного назначения, то есть заводские помещения, склады и заводские корпуса, ну и вот наша, например, в частности, водонапорная башня. Если говорить об особенностях архитектурного стиля, то, конечно, мы здесь видим отсылку к европейской архитектуре, к тому стилю, который называется готика. То есть входная часть, окна, они имеют ярко выраженные особенности. Стрельчатые своды, которые, несомненно, напоминают нам готическую европейскую архитектуру средневековья. Если говорить о самой башне, то она относится к типу шатровых. Она состоит из 3 уровней. Это 8-гранный из кирпича ствол, высота которого 18 метров, а всего высота башни составляет 32 метра. Второй уровень — это непосредственно сам шатер, который сделан из лиственницы. Он тоже имеет 8-гранную форму. Внутри находится бак водоизмещением 75 тысяч кубических метров, да? То есть 75 тонн. И третий уровень — это небольшая башенка, но мы ее называем так условно ротондочка, окруженная парапетом. Использовалась наша башня по 2, так скажем, направлениям, да, или в 2 ипостасях. Это, конечно, непосредственно водонапорная башня, и еще у нее есть название пожарная каланча. Объясняется это тоже тем фактом, что долгое время башня оставалась самым высоким зданием в Белорецке, поэтому использовалась как смотровая площадка для пожарной службы, заводской и городской. По соседству, там, где сейчас у нас стоит универмаг, находилось здание хозяйственной пожарной службы Белорецка. Ну и вот задача караульного, который должен был наблюдать за пожарной ситуацией в Белорецке, заключалась в том, чтобы вовремя оповестить о начавшемся или зарождающемся пожаре. Да, пожары происходили, как отмечают наши, опять же, источники, очень часто. Это объясняется рядом факторов. Ну, прежде всего, из домны летели искры, да, во время плавки. Потом сам Белорецк был весь деревянный практически на тот момент, да, и ввели многие жители Белорецка такое полупатриархальное, почти натуральное хозяйство. То есть отопление было печное, потом многие держали скот домашний, то есть лошадей, коз, кто-то держал коров, и поэтому, конечно же, сено заготавливали. Вот эти все факторы, они по совокупности, конечно, могли привести к большому пожару. Поэтому чем быстрее выйдет пожарная служба на тушение, тем меньше последствий, да, негативных. Если обратить внимание на архитектуру Белорецка, особенно вот верхняя часть нашего города, тогда она называлась вообще гора, то есть понятие верхнее селение, оно появилось, наверное, где-то в середине
XX века. Мы сейчас вот все пользуемся им, а на самом деле часто использовался вот топоним «гора». Так вот, улицы были очень широкими, и дома строились тоже на большом достаточно удалении друг от друга. Это тоже связано вот с необходимостью противопожарной такой безопасности. Как отмечается в источниках, наверху башни находился караульный. Ну вот у нас тоже есть целый ряд вопросов, на которые ответа пока нет. Это касается зимнего времени года, да, то есть зимой здесь находиться очень непросто, здесь холодно. И поэтому, скорее всего, там какая-то сменяемость была, там, условно, час-два дежурит один, потом кто-то другой. Находился он на верхнем уровне, и задача заключалась в том, чтобы следить за начавшимся пожаром. Весь Белорецк был поделен на несколько районов по одним источникам. Источников не так много, но тем не менее два варианта нам встречались. Это на 3 зоны или 3 района, по другим источникам на 4 района, и в зависимости от того, где происходило возгорание, караульный должен был поднять шары из бучьего пузыря, их изготавливали, то есть 1, 2, 3. Ну и тот, кто внизу находился, еще и рында была, или колокол. Написано, что колокол, тут мы точно сказать не можем, да, то есть какой-то звуковой сигнал, естественно, сопровождение следовало, и после этого когда использовался гужевой транспорт, лошади быстренько выводились из конюшни, запрягались, на них на телеге устанавливались баки с водой, гидранты, и команда выезжала на тушение пожара. Когда уже появились машины, то есть это в 30-е годы, механизация произошла, да, то стали выезжать на машинах. Как водонапорная башня, наша башня использовалась до 1956 года. Когда начали уже по всему Белорецку строить многоэтажные дома, превышающие высоту водонапорной башни, она уже не могла обеспечить в полном объеме, особенно верхние этажи, да, этих домов. Поэтому был разработан новый план водоснабжения Белорецка, и от водонапорной башни отказались. Но здесь надо еще сказать, что такая серьезная реконструкция была в начале 20-х годов. Помимо того, что дома, которые использовали и обслуживались изначально, была подземная коммуникация длиной 8 километров 400 метров. Вот это и все есть данные в книге Отставного «Белорецкая водная эпопея», она так называется. По сути, мы опираемся только на эти данные. И по Белорецку было установлено 10 водонапорных будок, они так назывались, да, то есть это небольшие домики, к которым подводилась в том числе по трубам вода, и семьи, которые там жили, это было их место работы, да, и они воду не просто раздавали, а там шла продажа. Она, конечно, такой номинальный характер имела, то есть ведро определенную плату имела или в бочку набирали. И одна из водонапорных будок стояла на месте, где сейчас кафе «Бульвар» находится. Далее, получается, функционал, да, со временем был исчерпан, к сожалению. Она с 70-х годов стояла, в общем-то, на балансе города. Разные проекты, особенно в 90-е годы, были по поводу ее эксплуатации. Ей был присвоен статус объекта культурного наследия регионального значения, но, к сожалению, дальше этого продвижения не произошло, потому что много проблем, да, связанных было с эксплуатацией, с поддержанием ремонта. И в 2021 году решением администрации муниципальной башня была передана в оперативное управление нашему Белорецкому историко-краеведческому музею. За очень короткий срок мы сумели сделать из нее музейное пространство. То есть были выделены определенные средства на то, чтобы провести текущий ремонт, на то, чтобы контурирование, подсветку сделать, чтобы здесь какие-то, музейные локации оформить. Она зажила такой новой, интересной, насыщенной жизнью. Сюда приезжает много туристов, много блогеров бывает, журналисты какие-то бывают, туристические группы.
бывают. И вот сегодня должна группа быть из Москвы туристов. Поэтому мы очень рады, что она у нас есть. Хотелось, чтобы в городе появилось побольше таких локаций. Вот гидростанцию, чтобы отремонтировали, да, или хотя бы как музеифицировали. Еще, например, несколько тех домов, которые мы знаем как купеческие дома, и тогда у нас будут идеальные условия для того, чтобы туристы приезжали и было им что рассказать, показать, ну и тем самым сохранить историческое, культурное наследие нашего Белорецка. Спасибо.